Новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 13 июня, четверг, и сегодня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Кроме этого, 13 июня отмечается весьма любопытный неофициальный праздник – это День швейной машинки. Хотя точной даты и даже точного года рождения этого технического изобретения историки пока не нашли. Прототипы первых швейных машинок появились в виде идей в 15 веке, и принадлежат они, конечно же, Леонардо да Винчи. А согласно народному календарю, 13 июня было принято слушать кукушку. И если она часто и громко кукует, то погода будет хорошей. И, кстати, к этому времени, если как кукушка закукует, все семена должны быть уже засеяны, иначе ожидалось плохого года в смысле урожая. Обращали внимание и на погоду. Дождь в этот день предвещал, опять же, бедный урожай. Что ж, давайте теперь спросим у синоптиков, будет ли сегодня дождь или нет. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных полусах температура воздуха составила 8-16 градусов тепла. Днем ожидается там 9-24. В Заречье утром было 11-18, днем ожидается 20-23. В южных улусах в 6 часов утра было плюс 6, плюс 7, а днем ожидается плюс 10. В Вилюйской группе улусов утренняя температура 4-6 градусов тепла, дневная 16-21. В Нижнеленских улусах 3-11 – это утренняя температура, а дневная 12-14. На западе в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 3, плюс 14, а днем ожидается там 16-22. В Колымо-Дигирских улусах утром 11-23, а днем 21-30. В Вианских улусах утром 14-26, а днем ожидается 19-29. И на северо-западе утром было минус 1, плюс 5, а днем ожидается плюс 5, плюс 11 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду с порывами до 8-13 метров в секунду. Днем ожидается 22-24 градуса, без осадков. Ну, осадков сегодня не наблюдается, значит, будем ждать хорошего урожая. Друзья, не забывайте, что для вас мы работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8-914-279-2262. Так что смело отправляйте на этот номер свои сообщения, приветы, поздравления, пожелания. Словом, все как обычно. Я все ваши сообщения прочитаю в прямом эфире. Ну а сейчас наш эфир продолжит выпуск новостей. После работы моих коллег я к вам обязательно вернусь. Не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». Мы продолжаем наш утренний эфир. Итак, на дворе наконец лето. И у каждого из нас на него большие планы. Путешествовать, гулять, поменьше проводить время за компьютером, побольше читать, заниматься спортом. Словом, главная цель лета – это отдохнуть. Какое настроение у горожан в начале самого долгожданного сезона года и как они планируют его провести, узнавала наша съемочная группа. Что значит для вас активный отдых? Активный отдых, ну, я думаю, что это все, что связано со свежим воздухом. Катание на лошадях, это катание на велосипедах, это рыбалка, туризм и все-все. Садить за город, на речку, на пляж, на шашлыки. Ну, не провести лето зря, так сказать. Наверное, веселый отдых с друзьями, где-нибудь, возможно, на природе. Или с семьей, с дочкой побегать, попрыгать. Когда человек занимается какими-то физическими, наверное, упражнениями и так далее, это, ну, типа сплав, может быть, да, по реке. Туристические вот маршруты такие экстремальные, вот это активный отдых.
Ну, мы с семьей любим выезжать на природу. Как только хорошая погода, всегда выезжаем. Стараемся малое количество теплых дней, которые у нас есть, всегда использовать на природе. Это заниматься искусством, рисованием. Еще я люблю слушать музыку. На свежем воздухе спорт сейчас очень хорошо. Условия у нас в парке города Якутска. Это для бега, для ходьбы. Есть тренажеры. Вот езжу, отдыхаю на велосипеде. Вся жизнь фактически. Я не люблю сидеть на месте. Мне надо куда-то идти, куда-то двигаться, узнавать новое. Сами занимаюсь волейболом. Сейчас еще вдобавок парусное плавание. Я гуляю с правнуком. Это активный отдых у меня. А в это воскресенье, 16 июня, в нашей стране традиционно отмечается День медицинского работника. Этот праздник был учрежден в 1980 году и с тех пор в третье воскресенье июня чествует всех, кто выбрал в качестве своей профессии медицину. Сегодня я рада представить вам главного врача Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ивана Сергеевича Иванова. Иван Сергеевич, доброе утро. Но в первую очередь, конечно же, примите мои поздравления с наступающим профессиональным праздником. Скажите, пожалуйста, вот когда и почему вы сами выбрали профессию медика? Ну, произошло это в 2000 году, даже в 1998 году. На семейном совете приняли решение. Это вопрос такой очень распространенный, и я не могу дать на него конкретного ответа. Да. Я не потомственный врач, у меня нет в семейном роду, скажем так, врачей, это медиков. Поэтому на семейном совете мы просто приняли решение о том, что медицина, она вечная. По знаниям, скажем так, я проходил в то время экзамены. Вот, поэтому я поступил в Красноярскую государственную медицинскую академию тогда еще. Вот, закончил ее, нисколько не разочаровался в выбранной мной профессии, хотя склонности были ко многим наукам. Тем не менее, как бы уже на протяжении с 2006 года я тружусь на благо нашей республики в должности врача. Вы возглавляете больницу. Скажите, вот сколько у вас сотрудников сейчас? Ну, во второй республиканской больнице 1500 сотрудников. В основном врачи это вот какого профиля? Ну, у нас в основном все-таки, да, это экстренная медицинская помощь, и, соответственно, у нас и большее количество отделений направлено на хирургический профиль. Вот. Помимо этого у нас, конечно же, есть республиканский сосудистый центр. Это больные с инфарктами и ишемическим поражением головного мозга, геморрагическим ишемическим поражением головного мозга, отделение неврологии. Но по большей части это все-таки хирургический профиль. Да. Ага. Ну, мы знаем, что врач должен быть уверен в своих коллегах. Да? В медицине как нигде должно быть ощущение чувства локтя. Что вы можете по этому поводу сказать? Здесь даже не ощущение должно быть чувства локтя. Это обязательный атрибут работы. А уверенность? Да, уверенность в этом локте, потому что и больные бывают разные, случаи бывают достаточно сложные. И мнение коллег, помощь коллег в оказании медицинской помощи конкретному пациенту, оно очень важно. Коллег по отделению, коллег по больнице, а также коллег по республике, скажем так. Да, у нас очень давно уже работает телемедицина в республике, и районные больницы, я не понаслышке это знаю, да, они очень активно выходят на наши республиканские учреждения, РБ-1, РБ-2, онкология, офтальмология и так далее, с целью консультации тех или иных больных, решения вопросов по дальнейшей тактике лечения этих пациентов. А как работает телемедицина? У нас в каждой больнице, в отделениях реанимации, помимо отделения реанимации, в отделениях стоят специальные такие установки. Это компьютер, камера высокого разрешения, это специальный сканер для съемки рентген-снимков, также медицинской документации. И в каждой республиканской больнице есть специальный центр, специальная комната, да, куда это все стекается. Эти заявки делятся на экстренные и плановые, потому что, соответственно, ждать пациент часто не может. Поэтому они у нас выходят на телемедицинский центр. У нас в день проходит порядка 15-16 консультаций с районными больницами. Они у нас выходят, спускается специалист профильный, ответственный за это дело, и уже непосредственно консультирует. Это бывает в письменном виде, скажем так, да, а бывает и в виде видеочата. Да. А вот таким образом можно операции проводить или все-таки нет? Ну, операции дистанционно провести, конечно, очень сложно, да. Тем не менее, трансляция хода операции – это у нас очень распространенное. Очень часто республиканская больница номер 2 проводит. Вот буквально недавно мы проводили мастер-класс по травматологии. В части оперативных вмешательств соединялись с собой районы, где у нас есть отделение травматологии. Ну, в общем-то, все районы там подсоединились. Грубо говоря, мастер-класс, да? Ага.
Ну, давайте вернемся к нашей основной теме до сегодняшней встречи, ко Дню медицинского работника. Наверняка сегодня вы хотите поздравить всех своих коллег с этим днем. Ну, уважаемые коллеги, хочется в этот день, накануне Дня медицинского работника, поздравить вас с этим праздником. Мы трудимся на всей территории нашей необъятной республики. Это очень тяжелый, ответственный труд. Вот, от того, как мы работаем, зависит здоровье наших граждан, зачастую жизнь наших граждан. Вот, хочется пожелать тепла и уюта в ваших домах, чтобы ваши любимые люди вас всегда ждали. В общем-то, с праздником, да, и в предстоящую субботу, да, я думаю, что очень многие медицинские организации будут праздновать. Все празднуют по-разному. А как вы в это празднуете, в вашем учреждении? Вторая республиканская больница уже испокон веков, да, очень давно она выезжает на природу. Вот, там, где у нас уже подготовлен целый план мероприятий, это и выступления, и конкурсы различные наши, и поздравления. Вот. Поэтому в субботу будем друг друга поздравлять. Получается, вы как бы совмещаете профессиональный праздник и ИСЭХ. Да, по большому счету. И будете наверняка чествовать лучших работников. Да, обязательно. Сколько в этом году вы будете награждать? Ну, всего у нас попадает под награды порядка 45 человек. Ага, ну это очень много. Огромное спасибо вам за позитивную информацию, за такой вот настрой сегодня утром. Я вас еще раз поздравляю с вашим профессиональным праздником. Ну а всем нашим телезрителям, наверное, нужно пожелать не болеть и пореже обращаться к Ивану Сергеевичу. Ну а мы сегодня продолжаем наш утренний эфир и хотим, конечно же, в это время, поскольку мы заговорили о Дне медицинского работника, отправиться как раз-таки в ту больницу, где работает Иван Сергеевич, и познакомиться с врачами-травматологами. С 7:30 утра ежедневно, по 2-3 операции в день, обход палат, обучение ординаторов и студентов, обычный рабочий день врача-ортопеда-травматолога. Пройдя огонь и воду в Улусной больнице, Артем Исаев уже 9 лет трудится в отделении травматологии республиканской больницы. Ну, еще когда работал в больнице Улусной, по очень сложным переломам мы вызывали врачей из СРБ-2. Приезжали доктора высшего класса, такие как Георгий Иванович Цепандин, Сергей Иванович Сафронов. Ну и, конечно, мы видели, как они делают очень сложные операции, как людей ставят на ноги, как очень сложные переломы после этого срастались, улучшалось качество жизни пациентов. Ну, конечно, все это я видел, хотел такие же травматологические операции. Я думаю, это призвание все-таки, потому что я с детства хотел стать именно врачом-хирургом. Очень часто в детстве болел, был так называемым часто болеющими детьми. Ну и, может быть, часто бывал в больнице, все это как-то, может, повлияло. И в связи с наступающим Днем медицинского работника поздравить своих коллег и, конечно же, пожелать им успехов, самое главное, здоровья и достойной зарплаты. Врачи учатся всю жизнь, в буквальном смысле. Клиническая ординатура – период, когда определяется их узкая специальность. Каждый день я так же, как все врачи, прихожу к 8 утра, также занимаюсь пациентами, то есть я прохожу обучение на базе республиканской больницы номер 2. Но у меня сейчас 2 палаты, это порядка 12 пациентов. Ну, веду я их практически самостоятельно, под контролем своих старших коллег. То есть лечение назначается, ведется пациент, оперируется, также при моем участии непосредственно. В других специальных себя искал, не находил, потом поработал в скорой, как-то я понял, что помогать людям – это мое. Профессия врача – одна из самых древних и важных для человечества. За 1000 лет своего существования она претерпела значительные трансформации. И современные доктора не только лечат болезни, но и занимаются их профилактикой. Порой для рядовых пациентов творя чудеса. На мой взгляд, предназначение врачей – любить людей. Если вы любите людей, то у вас и в работе все получится, и даже если что-то, но ведь мы же больные чувствуем отношение того или иного человека к себе. Просто так, праздная фраза, как вы себя чувствуете? А в это что-то вложено, и уже приятно еще это ощущать. Мария Павлова, Арнольд Тимофеев. Новый день.
Дорогие друзья, мы очень рады, что вы не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. У нас есть уже несколько. Так, абонент с последними цифрами 7828 пишет: от всего сердца поздравляем любимую дочь, сестру Дину с днем рождения. Желаем всех земных благ, исполнения заветных желаний, успехов в учебе, труде, крепкого здоровья, счастья, любви родителей и семья сестры Ольги с села Хатасы. Подпись такая. Еще есть сообщение. Абонент с последними цифрами 2879 пишет: дорогую подругу, коллегу Кривошапкину Енгелину Еленишну поздравляем с днем рождения. Желаем исполнения желаний, здоровья, успехов, семейного счастья всему большому семейству. И подпись: коллеги из Сунтарской центральной районной больницы. Замечательные поздравления. Я присоединяюсь ко всем из них. Не забывайте, что, возможно, сегодня у кого-то из ваших родных и близких действительно день рождения, юбилей или просто какая-то памятная дата. Мы с радостью поздравим их при помощи нашего прямого эфира. Ну а теперь продолжаем наш утренний эфир. В конце этого месяца в нашей республике начнет свою работу конгресс проекта «Музыка для всех». И более подробно об этом мероприятии сегодня нам расскажет Светлана Мегина, учитель музыки столичной школы номер 7, председатель общественной организации «Союз педагогов-музыкантов нашей республики, отличников образования», и Майя Степанова, преподаватель музыкального отделения Якутского педагогического колледжа, отличник образования нашей республики, отличник культуры нашей республики. Доброе утро, девушки. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, в каких числах именно стартует конгресс? Так, с 28 июня по 5 июля, это начиная с регистрации, у нас в республике пройдет 3-й конгресс по проекту «Музыка для всех», от международных мастер-классов к международным конкурсам. А кто организует этот конгресс? Организация – это правительство Республики Саха-Якутия, Министерство культуры и духовного развития и Министерство образования и науки. В течение, значит, нескольких дней пройдет конгресс, да? А вот кто может принять участие в нем? Итак, уже у нас в России, в республике проходит уже 3-й раз. Первый раз это было, мы принимали проект «Музыка для всех». Второй раз это было мастер-классы наших ведущих музыкантов. А сейчас уже от этих мастер-классов мы идем уже к международным конкурсам. Самое главное, это конкурс «Розовая чайка», о чем сейчас много говорят, да? Итак, будут принимать участие профессиональные музыканты, да? То есть они приедут, приезжают, участники. Откуда? Будут принимать участие из 5 стран, да, из России, из республики, из 22 районов нашей республики. И самое главное, то, что «Музыка для всех», есть номинация «Музыка для всех», где будут участвовать наши общеобразовательные школы. Не только музыкальные школы, еще общеобразовательные школы, которые мы начинаем уже работать уже 5-й год по проекту «Музыка для всех». И уже показывает мы результат. И совместно, и во время этого конкурса еще будут проходить наши мастер-классы. Приглашенные тоже. Расскажите, пожалуйста, про мастер-классы. Да, программа конгресса обширная, и приезжают не только с России, да, но и будет у нас гости из Нидерландов. Это Маргарет Теодора Мария ван дер Хейден, профессор, который занимается музыкальным образованием детей раннего дошкольного возраста. Она из Нидерландов. И будет проводить мастер-классы на базе ИРО и ПК. Также к нам приезжает Заруба Артур Викторович, уже который год он участвует в наших форумах, наших конгрессах. Это учитель музыки Ломоносовской гимназии города Москвы. Также пройдут курсы повышения квалификации учителей музыки. Это наш друг, скажем, Абдулин Эдуард Борисович будет проводить вместе с Асатрян Ольгой Федоровной. Это курсы будут проходить на базе Якутского педагогического колледжа. Также будут мастер-классы для руководителей, преподавателей ДШИ, для преподавателей фортепиано,
И также семинар будет для хоровых, руководителей хоровых коллективов. И также будет семинар-практикум для начинающих журналистов по музыкальной журналистике. Да, приедет Залесская Мария Кирилловна, это искусствовед, зам директора, главного редактора издательского дома «Жизел» города Москва. Также приедут у нас гости из Новосибирской консерватории, из Санкт-Петербургской консерватории. Гости-то у вас Да, именитые, да, поэтому всех приглашаем, Да. что все участвовали в данных мастер-классах и, конечно, курсах повышения квалификации. А вот как вот подать заявку, там вот мы еще успеваем, да? Вот? Да, Каким образом это можно Итак, могут принимать участие все желающие любители музыки. Это могут быть и родители, это могут быть и учителя музыки, музыкальные руководители, да. Итак, начинается с 28-го регистрация, могут сразу туда подходить и сразу каждый может проходить по нескольким мастер-классам, не один только. Итак, 28 числа это у нас начинается... Забыли, да. Но информацию можно найти. Да, на сайте. Да, на сайте. Мусфора. Да, Мусфорал, сайт Мусфорал, можете узнать и можете выходить к нам. Ага. Да, А вот интересно, вот как будет именно проходить вот мастер-классы? Вот, например, вот мне интересно, вот женщина у вас приедет с Нидерландов, да? Вот как она будет проводить? Она проводит мастер-классы с 30 по 3 июля на базе Ирои ПК с утра до обеда и после обеда до 4 часов. Ну, темы у нее очень разнообразные. Конечно, она будет рассказывать о музыкальном образовании в Нидерландах, начиная от рождения до 6 лет. Будет рассказывать, ну, как работать вообще, да, вести работу с детьми, что все-таки ребенок, начиная с рождения, даже внутриутробно, он слышит музыку и, ну, как бы воспитывается, да. А какую музыку нужно слушать? Музыку нужно слушать классическую. А национальную, этническую? Обязательно, Тоже, конечно. да? Да. Каждый народ должен расти на своей национальной культуре, на своих национальных мелодиях. А почему нельзя вот эстрадную музыку слушать? Ну, хорошую вот эстрадную музыку. Из кинофильмов вот советских, например. Там же замечательная Они такая уже сейчас музыка, становятся и песни. классической музыкой. Да. Становятся, да. То есть, в принципе, можно? Можно. Да, конечно. Не воспринимайте. Девушка, я еще слышала, что помимо вот конгресса вы готовитесь к концерту хористов. Расскажите об этом. Итак, и в эти дни, 30 числа, у нас будет с 10 часов на площади Ленина, площади Дружбы открытие. Итак, вот этого мероприятия, большого праздника, да, где будут участвовать наши школьники, где будут участвовать наши оркестры, да. Итак, и мы приглашаем с 30 по 2 число каждый день на площади Ленина будут концерты наших маленьких детишек, детских садиков, да, садов. Итак, будут концерты вокально-хоровых коллективов не только города, а еще республики. И также будет концерт инструментальной музыки. То есть получается, что вот если, допустим, детский сад или школа, у них есть свой хор, пусть маленький, да? Да. Они могут принять участие. Да? Они могут принимать участие, мы уже собираем, да, работа кипит. И в связи с этим у нас сейчас работает, собираем большой сводный хор города Якутска, и еще близлежащие улусы к нам тоже принимают, приедут, и у нас будет звучать большой детский хор. Что ж, огромное спасибо, девушки, за интересную, такую увлекательную информацию. Я думаю, что всем нашим телезрителям стало интересно. Все примут участие в конгрессе, в концерте хористов. Приходите к нам еще. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Спасибо за приглашение. Сейчас мы уходим, друзья, на рекламу. Не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». Мы продолжаем наш утренний эфир. Я напоминаю, что сегодня у нас 13 июня, четверг. И в этот день была запатентована безопасная булавка. Та самая, которой мы пользуемся
до сих пор. А случилось это 13 июня 1825 году. Представляете, как давно была запатентована эта булавка. Еще 13 июня запомнилось в истории как день проведения первых в мире автомобильных гонок на скорость. Они были проведены во Франции. Дистанция составляла 1200 километров. Победу тогда одержал Эмиль Левассор. Он пришел к финишу первым за 48 часов 47 минут. Его двухместная машина двигалась со скоростью 24 километра в час. Также сегодняшнее число календаря считается днем открытия Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Наверное, каждый якутянин побывал в этом музее. Ну, вот такие вот события сегодняшнего дня. А чем нас удивит погода, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах составила 8-16 градусов тепла, а днем ожидается там 9-24. В Заречье утром было 11-18, днем ожидается потепление до 23 градусов. На юге утром плюс 6, плюс 7, а днем плюс 10. В Вилюйской группе улусов плюс 4, плюс 6 – это утренняя температура, а дневная 16-21. В Нижнеленских улусах утром было 3-11 градусов тепла, а днем ожидается 12-14. На западе 3-14 градусов – это утренняя температура, а дневная 16-20. В Колымо-Дигирских улусах утром было 11-23, а днем будет 21 и 30 градусов. В Вянских также тепло. Утром 14-26, а днем ожидается 19-29 градусов. На северо-западе утром было минус 1, плюс 5, а днем ожидается потепление до 11 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду с порывами до 8-13 метров в секунду. И днем ожидается 22-24 градуса без осадков. Ну а теперь давайте поговорим о том, какие документы необходимо подать для получения социальных услуг. Все подробности вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Электронные услуги». Доброе утро, уважаемые телезрители. Региональное отделение Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия напоминает для получателей социальных услуг о том, что вы можете обратиться за обеспечением техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением в региональное отделение. Для этого вам необходимо подать заявление, также предоставить такие документы, как ИПРА, СНИЛС, также документы, удостоверяющие личность. Если вы от обеспечения выкупили на свои средства, то фонд регионального отделения может компенсировать купленные вами эти средства. Для этого вам необходимо подать те же документы, но также дополнительно подать расчетный счет, куда можно перечислить деньги, и финансовые документы. Это так, чек, платежное поручение какие-то, и другие финансовые документы. Вы эти документы можете подать непосредственно в региональное отделение, это по адресу Октябрьская, 15, кабинет 116, также в электронном виде через госуслуги.ру или многофункциональный центр. Наши телезрители продолжают отправлять нам свои смс-сообщения. Так, абонент с последними цифрами 9942 пишет: вероятно, после нашего гостя. Всех медиков нашего села, Марская участковая больница, поздравляем с профессиональным праздником. Желаем здоровья, счастья, успехов в работе, терпения. Вот, я напоминаю, что День медицинского работника у нас будет в это воскресенье. Еще у нас есть сообщение, последние цифры 0483. Абонент пишет: всех артистов и работников театра юного зрителя поздравляю с отпуском. Желаю хорошо отдохнуть. Действительно, очень хорошее сообщение. Я тоже поздравляю всех, у кого начинается отпуск. Но мы продолжаем наш утренний эфир. Как вы поняли,
Сегодня мы говорим о лете, а с наступлением лета почти у каждого родителя возникает вопрос, куда пристроить своего ребенка. Тут, конечно, существует несколько вариантов: отправить там в лагерь на море, к бабушке в деревню или вот в лагерь поближе к дому. И о последнем варианте мы с вами и поговорим. Я рада представить вам начальника детского лагеря «Бинго» Любовь Павлову, а также старшего вожатого педагогического отряда вожатых воспитателей «Биг Тайм» Слепцову Игуну. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот когда «Бинго» готов уже принять у себя ребят? В принципе, наш лагерь «Бинго» уже готов принять детей. Сезон начнется с 15 июня, то есть заезд детей будет 15 Через июня. 2 дня уже? Через 2 дня в субботу, да. Будет длиться первый сезон у нас 10 дней. Так мало? Да, потому что мы в этом году решили, что будет у нас развлекательно-досуговая программа, вот короткий сезон первый. Второй сезон у нас 21 день, он оздоровительный будет, и последующие 3-й и 4-й сезоны тоже у нас короткие по 10 дней. По 10 дней, да, развлекательно-досуговые программы будут представляться, да. А в чем оздоровление вот заключается тогда? Так, оздоровление заключается, когда ребенок отдыхает 21 день. Это оздоровление у нас будет второй сезон. Оздоравливаются, конечно, дети на свежем воздухе, когда у них правильное шестиразовое питание, соблюдают режим дня, когда вот отдыхают. Ну, естественно, они и первую половину дня, естественно, у них познавательные мастер-классы, студии проводятся, да? А послеобеденное время спортивные мероприятия и, естественно, вечерние тематические тоже мероприятия. В нашем лагере нынче будут работать педагогический отряд «Биг Тайм». Но многих, наверное, родителей интересует, вот какова стоимость путевки вот на 10 дней и на 21 дней? Да. Вот на 10 дней стоимость путевки 12 867. Это 10 дней? Это 10 дней, да. А второй сезон у нас оздоровительный, который там стоимость путевки будет 23 725. Но на второй сезон у нас есть субсидии, то есть скидки, да, вот малоимущие, многодетные, кто пользуется льготами, у них вот возврат 10 тысяч. Да. Хорошо. А коммерческие нет, они вот стоимость на 10 дней, полная стоимость идет. А в каких условиях проживают ребята? Да, дети, конечно, тут лагерь у нас «Бинго» загородный, находится Сергалявское шоссе 11 километр. Это считается черта города. Можно добраться на автобусе. Да, рейсовые автобусы городские ходят. Лагерь, он очень, территория большая, огромная. 8 спальных корпусов. Спальные корпуса, они отапливаемы. Так что прохладную погоду? Да, в прохладную погоду мы включаем отопление. Также есть санчасть, медик, врач и медсестра, которые круглые сутки принимают детей. Да, могут оказать первичную помощь могут оказать. А могут ли ребята там принять душ? Вот есть такие Да, конечно, у нас очень хорошая душевая, каменная, благоустроенная. В одно время за раз может принять 20 детей. Это получается, ну, как бы сторона девочек и мальчиков. То есть благоустроенный душ у нас есть. Чуть ли не каждый день можно принять Да, душ? конечно, каждый день дети там умываются, душ принимают. Ой, Игуна, вот, ну, вы следите за ребятами, да, так полагаю. Вот как вы их развлекаете, чем занимаете? У нас культурно-массовые мероприятия, спортивно-оздоровительные мероприятия. Вечером у нас, допустим, мы можем проводить мисс и мистер лагерь. Первые смены у нас идет погружение в английский, китайский, персидский с носителями. Вторая смена у нас проходит остров. Долина развлечений, да, вот второй сезон. Акцент мы делаем на лидерские качества детей. То есть мы их всесторонне как бы развиваем, но и раскрываем их. Получается, что ребята сами как бы выбирают себе кружки, да? Да. А сколько вот у ребят может быть в одном отряде? Вот у Игуна у вас сколько обычно В бывает? нашем отряде, в котором я работаю, Да. Ну вот в «Бинго». В «Бинго». Вот сколько будет? у ребят? Это смотря сколько детей приходит. Ну, в основном в корпусах 30. Вот так. 30 ребят, ну как в классе, да? Да. Где-то 28-30 детей. Ага. А сколько вот, мне интересно, да, там же отдельно вот есть мальчиковая как бы часть и девочка, Часть, да? да, А комната. сколько вот коек в комнате? 8. 8-9. Ага. А чем кормите? И сколько раз в день? Конечно, я уже говорила, у нас шестиразовое питание, утвержденное Роспотребнадзором.
Ну, у нас по утвержденному меню калории рассчитаны все и кормим, конечно, как полагается по стандарту. А вообще, вот, откуда ребята к вам приезжают? В основном это городские или вот с районов тоже есть? Ну, в основном городские дети. Но с улусов тоже мы принимаем детей. Если Ага. есть такие, мы, конечно, не делаем ограничений. Кто желает отдыхать, они все могут попасть в наш лагерь. Ага. А средний возраст ребят какой? Средний возраст ребят, ну, мы принимаем детей с 1 класса по И 9, да, до 14, до 14 да, лет. до 15 можем. У Игуна вот с кем интереснее и веселее работать? С каким возрастом? Ну, по мне так 14. Как подростки, да, как раз? Подростки, да. А, конкретно вот чем вы занимаетесь там? Мы в лагере работаем педагогический отряд Big Time. Нашим командиром является Петров Гаврил. Я являюсь старшим вожатым в лагере. Если рассказать о нашей деятельности, то в течение всего года мы проходим школу подготовки вожатых, инструктивный сбор. То есть вы с ребятами проводите игры, различные конкурсы, соревнования, то есть занимаете их почти 24 часа в сутки. Да. Огромное спасибо вам за интересную информацию. Я думаю, что всем нашим телезрителям стало понятно, куда пристроить своего ребенка на летний период. Дорогие друзья, сейчас уходим на рекламную паузу, не переключайтесь.